Коран призывает повиноваться Библии. Но Библия говорит, нет больше никаких откровений. Мой друг недавно сказал мне, что ислам — это, по сути, полная версия христианства и иудаизма. Как вы и сказали, Коран содержит и иудаизм, и христианство. Как бы вы на это ответили? Он сказал, что ислам и христианство или ислам и иудаизм? Это что? Я не понял. Повторите еще раз. Подойдите поближе к микрофону, пожалуйста. Ислам — это полная версия христианства и иудаизма, где Коран содержит и то, и другое в одной книге. Сначала я бы спросил, что вы имеете в виду под этим, а затем, как вы пришли к такому выводу? Только эти два вопроса, потому что, опять же, он должен это доказать. Прежде всего, он должен прояснить, а затем подтвердить то, что он говорит. И он, вероятно, мусульманин, и пытается сказать, что ислам является последним откровением для человечества. И я бы попросил его предоставить доказательства этого. Как вы думаете, почему ислам является последним откровением для человечества? На самом деле, вы даже можете использовать Коран, чтобы указать, что это не так. Потому что в главе 5 Корана, стихе 68 и в других местах, Суры 5.68, это глава. В нем говорится: «О вы, люди Писания». Кто такие люди Писания? Христиане и иудеи. Вы не будете идти прямым путем, пока не станете руководствоваться Торой и Евангелием. Другими словами, Коран призывает христиан и иудеев соблюдать Ветхий и Новый Заветы, законы и Евангелия. Теперь, если мы вернемся к Ветхому и Новому Заветам, в них не останется места для Корана. Коран призывает повиноваться Библии. Но Библия говорит, что нет, больше никаких откровений, все уже сделано. Итак, если Коран призывает повиноваться Библии, то Коран ложный. Или ислам ложный, так я должен сказать, верно? Если Коран призывает христиан и иудеев повиноваться Библии, а мусульмане говорят, что она искажена, то Коран тоже лживый. Другими словами, это называется коранической дилеммой. Независимо от того, соблюдаете вы Библию или нет, Коран должен быть ложным. Потому что если Библия истина, то Коран ложен. Если Библия ложна, то Коран призывает вас соблюдать фальшивый документ. Так что это ложно в обоих случаях. По крайней мере, в этом аргументе. Так вот, мой друг Дэвид Вуд, который является блестящим апологетом для мусульман, на самом деле помог обратить Набиля Куреши к вере. Я не знаю, слышали ли вы когда-нибудь это имя. Он написал книгу «Искал Аллаха, нашел Иисуса». Если вы зайдете на его веб-сайт Acts 17 Apologetics и введете «Дилемма Корана», вы увидите 7-минутное видео на эту тему, которое, на мой взгляд, довольно убедительно. Возможно, вы захотите показать ему это видео. Если он не против, вы можете спросить его: если бы христианство было истинным, стал бы он христианином? Или если бы Иисус воскрес из мертвых, чтобы доказать, что он Бог, последовал бы он за ним? Послушайте, что он ответит.